Родовая система башкир, она является, наверное, одной из самых таких интересных объектов исследований для историка, для этнолога. Потому что она действительно, казалось бы, она внешне похожа. Похоже, мы примерно те же самые, очень много параллелей видим мы в казахской родовой системе, в кыргызской родовой системе, в ногайской родовой системе. Но на самом деле башкирская родовая система, она уникальна по большому счету. Значительно отличается. Это за счет ландшафта, это за счет социально-политических парадигм различных, да, и так далее, процессов. Всего мы фиксируем где-то около, более 40 родовых объединений. Их называют разные исследователи по-разному. Кто-то называет племенами, кто-то называет родами, кто-то называет... Я больше склонен называть его родовым объединением или клановым объединением. Иногда я его называю кланом, потому что это больше имеет... это я чуть попозже об этом расскажу. Всего их больше, чуть больше 40, но в каждом регионе, субрегионе, вот мы видим вот большую Башкирию, да, вот эта территория Башкирия, заселенная башкирскими племенами, но есть такие субрегионы, где родовой состав, оказывается, формировался по-разному. Например, если мы обратим внимание на племена северо-восточной Башкирии, северо-восточных башкир, то есть это начиная от северных и северо-восточных, это начиная от Караидельского, там, Татышлинского, Аскинского, там что дальше у нас, какие районы? Караидельский, Дуванский, Салаватский, Учелинский, Белорецкий, Челябинская область, Свердловская область. То есть это все северо-восточные башкиры. В чем ее особенность? Дело в том, что там, оказывается, родовая система формировалась совсем по-другому. Там был такой протоклан, который потом разросся. Скорее всего, он обладал большим политическим весом. И, то есть, у него был доступ к ресурсам, у него было, больше еды, например, да. И когда шел демографический рост, например, в период какого-то голода там, например, или войны, именно этот род мог расти, потому что у него больше доступа к ресурсам. Вот, он рос, и что он делал? Когда он растет, он начинает делиться. Хоп, разделился. Он растет, еще раз отделился. Поэтому теперь мы видим такую систему. Есть род Табын, есть род Катай, Айле, Балыкчи, Унлар, Танып, Казанчи и так далее. У большинства из этих родов, оказывается, в родословных в основе лежит, в их родословных они считают своего первого предка Майкобия. То есть у них явно идет ориентация на формирование некой такой иерархичной лестницы. То есть есть какой-то протоклан, и потом он делится, и получается вот такая иерархичная система. Скорее всего, это система такая типичная для степных территорий. И поскольку вот эти северо-восточные башкиры, в частности табынцы, они на самом деле обладают очень развитым политическим мифом. Например, мы возьмем то же самое Дафтара Чингизнаме. Это очень достаточно знаменитый ордынский источник. Он отражает такие очень интересную, так называемую степную историологию. Это один из ключевых таких источников для изучения вот ордынского, постордынского периода. И там это, скорее всего, имеет происхождение он как раз-таки на северо-востоке, возможно, табынское. То есть, в любом случае, какие-то потомки или те, кто считает себя потомком Майкобия, скорее всего, его и создали. То есть, там, на северо-востоке, оказалась такая, условно скажем, иерархичная система, которая предполагает вот такую вот, как елочка, она постепенно вот так росла, как пирамидка. Что мы видим на юге? На юге мы видим племена бурзян, юрматы, там, кыпчак и так далее. У каждого родового объединения собственный политический миф. Они по-своему осмысливают то, что происходило. Например, у сырганца предание Муйтанбия, у бурзянцев предание о Бурджанбие, предание о Кусяке, Бабсаке, да, у кыпчаков и тамьянцев, что
эпосы о Эдигее. Если мы посмотрим ареал, где находили, они по большому счету только, в основном только у кыпчаков и у тамьянцев только и находили этот эпос. То есть, понимаете, на юге совсем другая ситуация. У них сознание, политическое сознание оказалось такое, ну, как сказать, автономное. У каждого племени свое. И если мы посмотрим на генофонд, оказывается, генофонд примерно повторяет эту же самую ситуацию. То есть на северо-востоке, на севере мы видим, как прямо один клан генетически, мы его очень хорошо выделяем. Бабах! И как термоядерный взрыв, они быстро так распространились. Они везде, их очень много, огромные территории заняли. Да? А на юге мы видим, что каждый род, он растет и не делится. Если он и делится, то только внутри себя он начинает трансформироваться. Поэтому вы часто вот бурзянца спросите, вот ты кто по роду? Он говорит, я бурзянец, а дальше? И он начинает уже плыть. Потому что у него Янгары там и так далее, Сураж, Монаш, Крутлатубак, там, Сурхой и так далее. Все вот эти вот названия у него начинают путаться. Ну, что он уже не разбирается. Современный бурзянец в этих вещах плохо разбирается. Потому что бурзянцы делали, они только росли, а делились-то они внутри. А табынцы и вот эти северо-восточные, они наоборот росли и делились. Они отделяли свои вот эти вот дочерние организации. Вот. Вот такая очень интересная, специфичная ситуация сложилась с башкирскими кланами. Но самое главное на самом деле не это. Самое главное не это. Самое главное это то, что вся башкирская полития, вот это вот весь конгломерат башкирских кланов, башкирских родовых объединений, это Каратаев ее называет, но подобная система называет акефальные системы. Не иерархичные, а кефальные системы. Это мы видим особенно в период, в российский период. Но, скорее всего, эта же система существовала и до вхождения Башкирии в русское государство. Это мы видим через что? Через отношение к верховной власти. А на самом деле она десакрализована. Если мы посмотрим те же самые предания о Чингисхане, там, предания о Джучи, у казахов, там, обрати внимание. Вообще, когда я общаюсь, например, с казахскими коллегами, иногда у них, ну, раньше, у них проскальзывает термин «шежире». У меня сознание зацепляется, я смотрю, для меня шежире что такое? Для меня шежире это когда вот генеалогическая цепочка одного какого-то семейно-родовой группы какой-то, да? А для него это совсем другое. Для него шежире это вся вот эта казахская структура. Рода, там, кунграты, там, канглы и так далее. Все они укладываются вот в эту вот иерархичную систему. То есть у них она иерархичная. А у башкир она горизонтальная. Поэтому Азнабаев, Булат Ахмерович, это есть такой историк достаточно знаменитый, он говорит как раз-таки о горизонтальной политии у башкир. Ну, собственно, объяснить, почему, с чем это связано, достаточно просто. Поскольку, когда ты в степи, собственно, в казахских степях, тебе нужна централизация власти, чтобы регулировать, во-первых, военные эти вещи и так далее, мобилизацию людей, регулировать кочевки и так далее, тебе нужна центральная власть. А когда ты находишься на Южном Урале, Башкирии, да, где много водных источников, лесная, горная зона и так далее, тебе по большому счету появление вот этого одного иерарха, вот этого вот главного, да, на верхушке, оно ни к чему. У тебя и так доступ к земле, к ресурсам и так далее. Если враг зайдет, ты не собираешь большую армию. Ты его в горах начинаешь, как говорится, воевать с ним. И очень много преданий сохранилось о башкир, как они встречали своего врага там, у рек, например, да, в ущельях и так далее. И, собственно, даже война, вот эти башкирские восстания, там был такой генерал, он говорит, говорит, как мне воевать с башкирами? Мне непонятно, говорит, я когда за ними гонюсь, они хоп, в леса и уходят, потому что лошади обучены в лесах маневрировать. А со своими казаки даже за поводья не могут затащить свою лошадь в лес. То есть, понимаете, здесь ландшафт, он формировал вот такую особенность, что здесь формировалась такая специфичная такая полития, где каждый род,
такой самостоятельный. И да, и табынцы выбиваются, в смысле северо-восточные в целом башкиры, они выбиваются из этой серии. Почему? Потому что они принесли какие-то традиции, скорее всего, связанные такие со степным миром. С развитый политический миф, там об иерархии, что все должно быть вот так вот, должен быть главный, должен быть подчиненный и так далее, и так далее. И миф о Чингисхане, собственно, у них самый развитый на самом деле. И вот это в общих словах вот так выглядит, собственно, башкирская полития, башкирская родовая система. Она уникальна по большому счету. И я думаю, здесь еще много можно будет об этом говорить в последующем и изучать.